Всем доброго дня, всем здравствуйте! Онлайн-брифинг, посвященный второму этапу Кубка Тимир Адам. Состоится он 21-22 мая. Место проведения – центральный городской пляж города Талдыкурган. Выдача и регистрация стартовых пакетов для атлетов категории Pro и Age Group состоится 21 мая с 17 до 19:00 по времени Талдыкургана. Обратите внимание на расписание. 22 мая с 8 часов до 8:45 утра открыта транзитная зона категории Pro Age Group. Старт первых атлетов состоится в 9 часов утра. Первыми на дистанцию уйдут атлеты категории Pro M. Через 5 минут на дистанцию отправятся атлеты категории Pro девушки. Через 5 минут стартует категория Age Group. Обратите внимание, что старт между категориями разделен по 5 минут. Мужчины Pro и женщины Pro стартуют через 5 минут. Age Group стартуют все вместе в 9 часов 10 минут. Теперь, собственно говоря, давайте перейдем к дистанции. Дистанция необычная. Удивительно даже, кто придумал такое название. Дистанция называется пирамида, да? Как по мне, глядя на то, как все это будет происходить, я бы, наверное, назвал эту дистанцию зеркалом. Но не суть важно. Давайте сначала остановим и заострим внимание на категории Pro. Старт. 1 круг. 2 километра беговой программы. Второй этап. 8 километров велоэтапа. 2 круга по 4 километра. Водный этап. Главное отличие для категории Pro 600 метров 2 круга. Для атлетов Age Group 1 круг 300 метров. Выход из воды в транзитная зона. И дальше снова велоэтап 8 километров. Также 2 круга по 4 километра. И заканчивается это все снова беговым этапом. 2 километра, 2 круга по 1 километру. Обратите внимание, что у вас будет 4 транзитные зоны. Между бегом и вело транзитная зона 1. Между вело и плаванием транзитная зона номер 2. Между плаванием и вело транзитная зона 3. Между вело и бегом транзитная зона 4. Напоминаю, что на старте драфтинг разрешен. Запрещается использовать ТТ-шные велосипеды. Также обратите внимание, что драфтинг запрещен между гендерными категориями. Напоминаем штрафы. Использование шлема. Не забывайте, что шлем должен быть застегнут вплоть до того, пока вы не поставите велосипед обратно на стойку, даже в транзитной зоне. Прохождение линии схода посадки на велосипед, инвентарь и экипировка в транзитной зоне, получение незаконного преимущества, препятствие движению других атлетов, создание опасных ситуаций, оказание помощи, неуважительное отношение. Штраф за нарушение правил составляет 30 секунд и добавляется к итоговому времени. Получение 3 штрафов влечет за собой автоматическую дисквалификацию. Еще раз напоминаем, что постановка велосипеда в транзитной зоне до старта ваш байк, переднее колесо смотрит внутрь транзитной зоны. По итогам выступления велоэтапа, по завершению велоэтапа, переднее колесо смотрит наружу при постановке вашего байка в транзитной зоне. Ваши вещи должны быть сложены аккуратно в корзину и находиться непосредственно внутри. Все, что будет находиться за пределами корзины, будет караться штрафными секундами, которые будут плюсоваться к вашему итоговому результату. Все ненужные вещи, которые непосредственно не понадобятся вам в ходе гонки и не нужны вам по ходу дистанции, вы можете убрать в камеру хранения, которая будет располагаться на стартовом городке для вашего удобства и размещения ваших вещей и личной атрибутики. Что касается чипа, то не забываем, чип – это ваш основной датчик, ваш основной сигнал, по которому фиксируется время старта и время финиша. Чип должен быть закреплен на левой ноге, на лодыжке левой ноги. Обратите внимание, и сейчас очень важно для команд эстафет, которые будут принимать участие в Талдыкургане. Зона передачи и место передачи эстафета будет указано на месте старта главным судьей Михаилом Кузнецовым в день гонки. Обращаю ваше внимание на то, что так как по 2 раза будут задействованы и велосипедист, и бегун,
очень внимательно нужно велосипедисту отнести передачи эстафеты. Велошлем и велотуфли должны оставаться в транзитной зоне в момент приема или передачи эстафеты. Велотуфли либо в корзине, либо на байке. К вашему вниманию предоставляется таблица пользования гидрокостюмов. Обратите, как определяется эта норма, разрешено или не разрешено пользоваться гидрокостюмом. На длинных дистанциях до 1500 метров запрещается, если температура воздуха выше 22 градусов, обязательно, если ниже 15,9. Если дистанция 1500 и длиннее 24,6 и выше температура, тогда гидрокостюм запрещен. 15,9 и ниже, тогда гидрокостюм обязателен. Предоставляем следующую таблицу для вашего изучения и ознакомления, в случае чего может быть сокращена или даже отменена, соответственно, с правилами данной таблицы, водная дисциплина. Обратите внимание, первый столбик – исходная дистанция, дальше идет температура воды. И если температура воды выше 32 градусов, то, соответственно, идет отмена абсолютно всего водного этапа. То же самое происходит, если температура воды ниже 12 градусов. Ну а дальше уже, исходя из каждой таблицы, из каждого столбика, вы можете увидеть, во сколько раз дистанция либо сокращается, либо остается, если температура воздуха на данный момент выглядит следующим образом. Ну и для того, чтобы понимать, как определяется температура воды в день гонки, предоставляем к вашему вниманию таблицу для определения температуры воды. Определяется она путем соотношения температуры воздуха и температуры воды. Давайте возьмем самый простой пример. Верхняя строчка горизонтальная – температура воздуха. К примеру, температура воздуха на момент старта составляет 10 градусов. Теперь обращаю внимание на столбик вертикальный. Температура воды. Условно, на момент старта температура воды составляет 16 градусов. Соответственно, мы должны скрестить 10 и 16. И в результате видим полученный результат, что температура воды на данный момент составляет 13 градусов. А дальше уже по порядку. Если это 13 градусов, и, соответственно, из всего исходящего смотрим предыдущие таблицы. Разрешается, обязателен ли гидрокостюм, либо не допускается. И в завершении хочется пожелать всем нашим участникам легких ног, легких рук, отличного настроения. Берегите себя, будьте аккуратнее, уважительно относитесь к себе и к соперникам на дистанции, и все у вас тогда получится. От лица Казахстанской Федерации триатлона желаю вам успешного преодоления дистанции.